Летний туристический сезон готов к открытию, и Южную Осетию уже решили посетить гости. Гид-экскурсовод Юрий Бетеев рассказал о красотах республики туристу из Южной Кореи Джону. Он много лет увлекается путешествием, слышал об удивительной природе Южной Осетии и остинском гостеприимстве. Джон решил приехать и своими глазами увидеть величественные горы, лечебные источники и потрясающую природу. Джон отмечает, что не пожалел о проделанном долгом пути. So a blog about travel Caucasus region. So I traveled many Caucasus region like Armenia, Georgia, Azerbaijan, and Abkhazia, and Elbrus, something else. So and I also know here, so I decided to visit here too. Вкратце, он путешествовал по Кавказу, и он слышал про нашу республику. И ему хотелось ее тоже посетить, и он приехал. Он побывал в разных республиках на Кавказе. Он говорит, что он не успел пока еще ничего увидеть. Он прилетел только вчера, приехал вчера только. Но он говорит, что все дружелюбные очень. Ему рассказывали об этом тоже, и он сам это видит сейчас тоже. Гид-экскурсовод Юрий Бетеев показал иностранному гостю достопримечательности столицы. В Национальном музее Джон узнал многое о культуре и традициях осетин. Далее по программе они посетили мемориал павшим защитникам Отечества. Экскурсовод рассказал туристу об истории остинского народа, борьбе за свободу и независимость. Ко мне обратился гражданин Кореи. В этом году он захотел приехать. И после долгих процедур, увы, которые у нас есть, 40 дней проверки, он к нам приехал вчера. И это очень важный шаг в развитии туризма государства Алания, потому что это проработка вот этих механизмов, по которым в будущем больше должны людей посещать. Южная Осетия может круглогодично принимать туристов. Летом это походы в горы, посещение красивейших мест, старинных башен и святилищ. Но не менее увлекательно можно отдохнуть здесь и зимой. Очень приятно, когда к нам гости едут, уже больше и больше россиян нас посещают. А почему бы им не открыть мир для других государств? Пусть нас тоже узнают другие люди, потому что мы сейчас замкнутые, закрытые, как закрытое государство. Нам надо открываться, и почему бы и нет? Пускай эту красоту люди видят. Выехав из столицы, корейский гость посетил этнодеревню в селе Борчнес. Впечатления, как отметил турист, самые положительные. Лена Газаева, Регина Чешкова, Вальдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня.